великая страна Россия, есть какие-то там большие красивые страны, Соединенные Штаты, еще что-то. Но вот блестящее образование у нас имеют такие страны, как Финляндия, как Сингапур, как Гонконг, ну еще ряд стран. Вот Финляндия с 2000 года находится в топе 3 стран, где самое лучшее в мире обычное образование. Не образование для одаренных, не образование там, для какой-то категории людей, а вот для обычных детей. И это очень любопытный момент. Вот я вот с этого начну. Это как небольшое предисловие. До 70-х лет в Финляндии было образование похоже на российское. А в 70-х годах они начали перестраивать свое образование, лет через 20 оно вошло в топ 3 стран мира. По очень любопытной причине. Вы, наверное, знаете из школьного курса истории, который вы проходили там в 5-7 классе, почему после рабовладельческого строя стал феодальный. Потому что рабы работают хуже, чем свободные люди. Я думаю, предприниматели это прекрасно понимают. Так вот, Финляндия в 70-х годах закрыла свои органы надзора за учителями. Вы знаете, что у нас есть, например, такая система, как ФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний. Там, где работают люди, которые, как бы это сказать, надзирают за заключенными. Вот за учителями у нас в стране надзирают примерно так же. У нас есть Рособорнадзор, система надзора за учителями. Это наверху, а внизу есть органы, которые называются РАНО, которых не любят все учителя, большинство учителей в большинстве школ. Потому что это органы, которые надзирают за учителями. Тут Финляндия убрала органы надзора за учителями. И в Финляндии учитель свободен. Лет 15 страну трясло, потому что учителя без надзора некоторое время работали очень странно. А через 20-25 лет Финляндия вошла в топ 3 лучших стран в мире по системе образования. Это очень любопытно. То есть у нас, скажем, художники, они свободны. Что хотят, то и рисуют. Вот. Поэты свободные. Режиссеры относительно свободные. Так вот, учитель у нас не свободен. А если бы учитель был бы свободен, у нас была бы совсем другая система образования. Вот. Но это уже в качестве предисловия. Просто мне показалось это очень любопытно. Вторая любопытная особенность, которую я привез из Финляндии, когда вернулся сюда обратно, после того, как мэр пригласил меня сюда по согласованию с президентом, я сделал свою школу, это то, как там относятся к демократии. У нас в стране сложно к этому относятся, все это прекрасно знаете, кто у нас царь, и что у нас всегда был царь в стране. Вот. Так вот, в Финляндии, когда у меня родилась первая моя дочка, ей было 1,5 года, я отдал ее в садик, я подумал, что я же не представляю, что это за страна, и что с ней происходит там в этой стране. И я пошел работать воспитателем в детский садик, помощником воспитателя. Я там поработал некоторое время, потом попал в педучилище, потом в университет, получил заново образование. Так вот, я расскажу про самый свой первый опыт. Вот нахожусь я в детском садике. Там сидит за столиком там 8 детей. Вот. И воспитательница спрашивает: детки, а что вы хотите, молочка или водички? Сидят 2-летние детки, они еще не говорят, почти не говорят, но они уже почти все понимают. Если вы хотите молочка, поднимите большой пальчик. Если хотите водички, поднимите мизинчик. И вот эти 2-летние создания напряженно думают минуты 1,5-2. Прям слышно, как у них там в голове что-то происходит. И поднимают одни большой пальчик, другие мизинчик. Заметьте, происходит в 2 года. У нас в детском садике либо у тебя стоит и молочко, и водичка, и компот, либо стоит что-то одно. Но тебе не предложат выбирать молочко или водичку. Это просто маленький пример, откуда берется свобода выбора. Вот мы на самом деле даже не все знаем, что кого и как можно выбирать. Можно ли выбирать учителя в школе? Про то, что выбирать врача можно, я думаю, что вы знаете. Вот учителя тоже в школе можно выбирать. Вот, но это было в качестве предисловия. Теперь, собственно, о главном вопросе, ради которого, я думаю, меня сюда пригласили. Так получилось, что 22 июля президент нашей страны сказал такую интересную фразу, после которой во многих национальных республиках очень много чего произошло страшного, неприятного, трудного. Он сказал, что нельзя заставлять учить неродной язык. Эта фраза была интерпретирована в очень многих местах и очень по-разному. В частности, нас, директоров школ Казани, вот меня конкретно пригласили на совещание в октябре месяце, 15 октября, и дали срок, что в течение 2 месяцев мы обязаны уволить почти всех учителей татарского. Нам дали дорожную карту, как мы должны увольнять учителей. В школах любые мероприятия, меняющие систему образования, всегда проводятся в летние каникулы.
представляете, учитель, в общем, не самый высокий, человек, у которого не самые высокие заработки, он в декабре будет уволен, а у него кредиты, у него дети или еще что-то. То есть то, что вообще-то никогда не производится. В системе образования любые изменения, ну, например, решили изменить какую-то нагрузку учителей. Учителя обязаны сообщить об этом до отпуска, то есть в мае месяце. Вот. Прокуратура очень быстро поняла, что от нее хотят. Пришла прокуратура в нашу школу. И первые вопросы они стали задавать пятиклассникам, шестиклассникам, маленьким детям, в отсутствие родителей. Они стали спрашивать, приходят люди в погонах. Вот майор прокуратуры Лилия Габдуллина приходит еще 8 сотрудниками и начинают допрашивать детей в отсутствие родителей. А зачем им нужен татарский язык? Дети пугаются. На столе лежат учебники татарского, у них проходит урок татарского. Вот один пример. Дети перепуганы. Приходят люди военные с их точки зрения и начинают их допрашивать. Родители, естественно, возмущены. Следующая картинка. Решает в тот же приход. Прокуратура решает посмотреть, а как у нас живут дети в интернате. Вообще говоря, в жилье, у нас есть Конституция России, такая же примерно есть Конституция Татарстана, у нас нельзя без санкций суда входить в жилье. Прокурор, естественно, считает, что ей, естественно, можно. Она входит в жилье детей, видит, там живут девочки. Девочки, естественно, как вы прекрасно понимаете, так же, как и мальчики маленькие, не всегда убирают свою постель. Вот, и там лежат, прошу прощения, женское нижнее белье. Девочки, которые учатся в 8 классе. И прокурор начинает фотографировать эти личные вещи. Представляете, какое отношение ребенка, его мамы. Вот это то, что вот у нас происходило. Благодаря тому, что вот происходило все настолько топорно, настолько все незаконно, нам удалось сохранить татарский язык. Вот смотрите, я связываю приходы прокуратуры, инициированные словами президента. Заметьте, не законом еще, инициированными словами. И даже словами, которые можно было истолковать разумно. Но ведь запрещение, слова о том, что нельзя принуждать к изучению неродного языка, точно так же относятся к английскому языку. Но мы же прекрасно понимаем, что в нашей школе человек не может отказаться изучать математику, изучать географию, изучать английский язык. А вот татарский язык можно взять так вот и выкинуть. Учителя татарского можно взять и выгнать. И поэтому, благодаря тому, что у нас в школе, как и в любой другой школе, есть родители, которые имеют юридическое образование, я обратился к ним за помощью. И мы составили иски в суд и подали в суд на прокуратуру. Эти суды длятся уже полгода. Не полгода, значит, уже практически год, с ноября месяца. В ближайшее время, ближайшие события, почему, собственно, вот я сегодня здесь, уже по дате. Дело в том, что 9 октября, в 10 утра, если кому-то интересно, можно посмотреть, в каком зале, это у меня на страничке есть, на страничке школы «Солнце» есть, в группе «Татары и татарочки» есть, состоится заседание Верховного суда на тему о государственных языках Республики Татарстан, об изменении в ВГОСах, и все это проистекает из нашего иска. Дело в том, что тогда, когда прокуратура поняла, что дело идет всерьез и надолго, меня стали наказывать, меня стали штрафовать. То есть, если просто человек подает в суд на государство, на прокуратуру о том, что ему не нравится, что его там ребенка то ли не дают часов каких-то, то ли лишнего дают, эти суды, как правило, убирают эти иски, потому что конкретным образом не нарушены права человека. А вот когда вследствие того, что я, живя по Конституции Татарстана, и вследствие того, что президент сказал то-то и то-то, прокуратура решила меня наказать, подала на меня в суд, первым подал я в суд на прокуратуру, потому что они нарушают права детей. После того, как прокуратура поняла, что это всерьез и надолго, они подали на меня в суд за то, что у меня слишком много уроков татарского языка. Заодно они решили наказать меня за то, что государство не построило нам спортивный зал. То есть у нас школа 5 лет живет без спортивного зала. Разумеется, это плохо. Но вы прекрасно понимаете, что в государственной школе деньгами директор не распоряжается. Деньгами распоряжается учредитель. Учредитель не построил нам спортзала. В этом оказался виноват я, меня оштрафовали на 25 тысяч рублей. И вот благодаря всей вот этой вот кухне получилось так, что если нарушены права человека, то я могу сказать, что если я толкую законы таким образом, на основании Конституции Татарстана, на основании того, что Конституционный суд когда-то решил, что в Республике Татарстан, не только в Республике Татарстан, но в любых национальных республиках, в данную секунду говорю про Татарстан, татарский язык государственный так же, как русский, и также равнозначим, то я имею право так толковать, потому что я не юрист.
я толкую закон в пользу детей. Меня оштрафовали. И вот теперь будет заседание Верховного суда по тому, что обязательно ли преподавать государственный язык в школах Татарстана или не обязательно. И так дальше будет продолжаться. Дело в том, что я считаю, дальше идет мое личное мнение, я тоже сказал о конкретных вещах. Я считаю, что очень важно, чтобы не было межнациональных споров. Дело в том, что с момента, когда я стал выступать в поддержку преподавания татарского языка, меня стали приглашать на разные татарские митинги. И вот я там стою, единственный русский на митинге, который проводится татарами в защиту прав татарского языка, меня туда приглашают, а сосед татарин тычет мне в бок и говорит: молодец, что пришел. Если бы тебя тут не было, знаешь, сколько плохих слов про русских бы сказали? Вот. То есть вот один, на самом деле, приятный момент. Почему я об этом говорю? Потому что очень это страшно, когда сталкивают народы. Когда вот если, например, на родительском собрании в школе присутствует 50 русских и 50 татар, а у нас в Татарстане, вы прекрасно знаете, там примерно 50 и 50. Сейчас капельку больше, 20 надо было капельку меньше. Ну, вот сейчас там капельку больше в республике. Ну так вот, из этих 50 людей есть 5 человек, которые любят ругаться. Такое в любом сообществе есть. И среди 50 татар таких 5 человек есть, и среди 50 русских такие 5 человек есть. Им только дай повод. Вот эти люди начинают ругаться, им создали условия для этого. Кого-то там ущемили, кого-то поругали, но условия создали там, вследствие каких-то событий. А ругаются вот эти конкретные люди, вот эти русские с этими татарами. А кроме того, что среди 50 людей есть 5 людей, которые любят ругаться, ну, люди такие импульсивные, эмоциональные. Есть еще человек 10, которые, если эти ругаются, они кого-нибудь поддержат. То ли тех, то ли этих. И начинается свара. И это страшно. Вы знаете, что у нас идет на уровне слов. А где-то там в Чечне вы знаете, что происходит. Где-то на Украине, там в Донецке, вы тоже знаете, что происходит. И что в Нагорном Карабахе происходит, вы тоже знаете. Дело в том, что межнациональные отношения – это очень тонкая вещь. И чрезвычайно важно делать все очень медленно и аккуратно. И даже если Владимир Владимирович Путин сказал какие-то важные слова, Владимир Владимирович прекрасно знает, человек очень осторожный и неторопливый. И никогда он не говорит, типа, сделайте это завтра. А прокуратура решает выслужиться, к сожалению, перед кем-то там, вдруг их где-нибудь это зачтется. И это на самом деле плохо, потому что в межнациональных вопросах чрезвычайно важно, чтобы люди не с друг с другом выясняли отношения. Если я русский, а ты еврей, значит ты идиот. Прошу прощения. Если я татарин, а ты русский, значит ты оккупант. Если я русский, а ты татарин, значит ты чеплаш. Вот эти оскорбления постоянно звучат в сети. Это чудище раздора, оно разбужено сейчас. И это ужасно. И очень важно, чтобы не народы между собой отношения выясняли, не дети, а мне прежде всего важно, чтобы не дети между собой отношения выясняли. И поэтому первое, что мы сделали, мы запретили любые родительские собрания с выяснением межнациональных вопросов. Сейчас, через год, мы спокойно начали разговаривать об этом. Тогда, когда самые ажиотажные вещи уже прошли. Вы знаете, до сих пор в сетях есть группа «Татары и татарочки», есть группа «Татароязычные родители», есть группа «Рост Российского Татарстана». И там периодически звучит откровенно, почти что нецензурные слова, а порой нецензурные слова в направлении людей другой национальности. Но мне лично очень важно, чтобы у нас дети между собой дружили. И что мы для этого сделали? Мы сделали уроки татарского откровенно привлекательными. Мы сделали так, чтобы дети не по учебникам учили татарский язык, а когда они поют песни. А песни петь любят все. То есть есть много красивых песен, когда дети с удовольствием это поют. Есть много национальных кушаний, которые они могут приготовить и принести, и показать, и попить чаю. Есть много музеев, в которые можно с удовольствием сходить. Значит, те из вас, кто бывает в Казани, наверняка многие бывают в Казани, знают, что есть такой красивейший памятник, в широком слова памятник, Истке Казань. То есть там красивейшие родники, там красивейшие места, там Казанка удивительная. Есть много то, как можно красиво и легко и приятно учить другой язык. Я еще знаю это по тому примеру, что у меня 3 дочек. 3 дочки. Так получилось, что когда меня очередной раз увольняли, а наша школа всегда была ни на кого не похожа, меня увольняли 3 раза восстанавливали, пока еще я работаю. Вот. Я уехал сначала в Москву, потом уехал в Финляндию, женился на финке. И вот моя старшая дочка, когда я вернулась, ей было 9 лет. И я когда приехал сюда, я знал, что татарский язык обязательный. Я подумал, что она не знает ни слова по-татарски в свои 9 лет. Я нашел ей учительницу татарского, которая влюбила мою девочку в татарский язык.
А уже до этого моя девочка знала финский и шведский. Это тоже был очень любопытный момент. В Финляндии 2 государственных языка, финский и шведский. И посмотрите, как там, как есть какой один из вариантов красивого изучения иностранных языков. Я не говорю, что он единственный верный. Я говорю, что он очень интересный. В Финляндии 2 государственных языка, финский и шведский. Там 90% финнов, 6% шведов. Там шведов намного меньше, как видите, но они очень такое защищенное меньшинство. Там есть университеты, факультеты, там есть газеты, радио, телепередачи, много-много всего интересного. И вот в 7 утра там шли мультики на шведском языке. А в 7 утра я свою дочку провожал в садик. И она всегда смотрит мультики на шведском, ни слова не понимает. Я тоже. Я ее только что отдал в финский садик. Она спрашивает: папа, а что это такое? А я откуда понимаю по-шведски, что это такое? Я знаю русский, знаю английский, но учу финский к тому времени, но до шведского мне очень далеко. В итоге я спросил после ее 5-го вопроса на одну и ту же тему: а хочешь, я в шведский садик отдам? Она говорит: хочу. Я через неделю переспросил, вопросы ее не кончаются, про мультики, которые идут на экране. И она мне снова то же самое сказала, через месяц снова то же самое. В общем, в итоге ребенок столько раз мне об этом говорил, что я переехал в другой город, двуязычный, в котором много шведов, отдал ее в шведский детский садик. И в итоге девочка у меня сначала закончила, за год практически выучила на каком-то начальном уровне шведский язык и пошла в шведскую школу. А вот какая система изучения языков в Финляндии? Очень красивая, я повторяю. Рассмотрим финскую школу. Первоклассник приходит в школу. Он учит финский язык. 1 класс, 2 класс. В 3 классе ему говорят: какой еще язык ты хочешь изучать? Любой. Может быть, там из 15, из 10, которые реально найти преподавателя. Не знаю, там английский, французский, немецкий, испанский, итальянский. Реально найти преподавателя. Все дети во всех финских школах в 3 классе выбирают 2-й иностранный язык. Учат в 3 класс, 4 класс уже 2 языка. В 5 классе их снова спрашивают: детки, а какой язык вы хотите еще изучать? Детки выбирают еще 1 язык в 5 классе. И, наконец, последний раз происходит в 7 классе. Смотрите, то есть в 3, в 5 и в 7 они выбирают еще по 2, 3, 4 язык. Так вот, в финской школе 1 из этих 3 раз они должны выбрать шведский. Те, кто его не любят, выбирают его в 7 классе и учат 3 года. 7, 8, 9. Те, кто его любят, выбирают в 3 классе и учат его 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Много и долго. Но в любом случае все финны во всех финских школах изучают 4 языка. И все финны во всех финских школах изучают 2 языка обязательно. Финский и шведский. Я считаю, что это неправильно, когда мама, которая не смогла стать доктором, делает так, чтобы дочка пошла в медицинский институт, потому что дочке, может, доктором быть не надо. Чрезвычайно важно, чтобы родители и школа поддерживали в детях то доброе и хорошее, что у них есть. Я считаю, что те принципы, которые были в российской школе, очень многие хорошие. Но принцип, когда ребенок учится на ровные четверки, мне кажется плохим принципом. Очень важно не то, у нас троечник — ругательное слово. На самом деле неплохо, когда ребенок есть тройки. Плохо, когда у ребенка нет 5. То есть мы всегда будем выбирать профессора физики, профессор. Будем выбирать сантехника, который любую раковину может починить. Будем уважать компьютерщика, который любую болезнь компьютера вылечит. Мы уважаем левшу, который блоху подковал. То есть в нашей стране очень важное, очень высокое, светлое отношение к мастерам. И мне кажется, очень важно, чтобы школа и родители это знали, что если вы видите что-то в ребенке хорошее, то поддерживайте именно это, а не то, чтобы он учил нелюбимую географию. Я не говорю, что географию знать не надо. Я говорю о том, что во много раз важнее, чтобы у ребенка было то, что он действительно может сделать. Потому что дети все очень разные. И важно, чтобы ребенок рос сам над собой и гордился, и хотел идти в школу. Вот именно поэтому в нашей школе удалось сохранить татарский язык, потому что наша школа уникальна в том смысле, что у нас дети рвутся в нашу школу, дети приводят своих друзей. То есть у нашей школе идет молва, что это то место, где детей любят. У нас каждый ребенок, даже у нас есть второгодники, они не уходят из нашей школы, потому что они второгодники по какому-нибудь там предмету, а по какому-то другому они мастера. Они могли бы уйти из нашей школы, мы бы поставили им тройки, но они не уходят в другие школы. У нас ставятся честные оценки, и при этом мы бесконечно уважаем ребенка, в каждом ребенке есть что-то очень высокое. Вот, наверное, самое главное, что я хочу сказать сегодня. То есть именно поэтому нам удалось убедить всех наших детей изучать татарский. Потому что мы сделали татарский интересным и увлекательным предметом. И те некоторые мамы, они есть, естественно, которые считают, что им детям не нужен татарский,
Они поначалу говорили детям своим не ходить на татарский язык. И вот у нас 15 человек счастливо смотрят мультики на татарском, а двое сидят в коридоре, потому что мама запретила ходить на татарский. Естественно, через 2-3 урока они возвращаются в класс. А маме, любой маме, на самом деле, и вам, тем, кто мама и папа, и тем, кто скоро будет мамой и папами, в любом случае, счастье ребенка важнее собственных некоторых принципов про ребенка. И вот это, наверное, самое главное. И поэтому у нас родители, у нас нет жалоб реально на то, что там кого-то... Мы никого не заставляем. У нас все добровольно изучают те предметы, которые преподаются. Какой-то предмет все изучают на супервысоком уровне, какой-то на минимально базовом, но нет такого, чтобы мы отказались целиком или от географии, или от иностранного языка, или от татарского языка. Ну вот, наверное, все. Спасибо большое.